Как поступали с абхазскими историками, которые подтвердили и научно обосновали, что царство абхазов являлось грузинским государством. В царстве абхазов грузинский язык был языком государственного делопроизводства и церковного богослужения. Этот край являлся не ареалом распространения грузинской культуры, а сам был творцом и автором этой культуры, ведь самые известные памятники грузинской материальной культуры были созданы на всей территории Абхазии. Об этом свидетельствуют архитектурные и археологические памятники Абхазии с грузиноязычными надписями, созданные в Абхазии грузиноязычные рукописи, эпиграфические и нумизматические памятники, грузиноязычные церковные драгоценности, являющиеся образцами искусства чеканки. Бидийская золотая чаша X века, Илорская серебряная чаша X века, Пицунская икона Божией Матери, Моковецкий выносной крест и другие. Грузинскость царства абхазов – это неоспоримый факт и не подлежит сомнению. Но как поступали с абхазскими историками, которые в своих научных трудах подтвердили и научно обосновали, что царство абхазов являлось грузинским государством? Представляем отрывки из воспоминаний доктора исторических наук, академика Мариам Лорд-Кипанидзе и доктора исторических наук, профессора Георгия Атхмизури. Грузинскость, картвельскость царства абхазов подтверждали и сами абхазские историки. Общеизвестный факт, что Георгий Дзидзария и Зураб Анчибадзе посвятили этой теме не одну работу. Зураб Анчибадзе, который был явно выраженным абхазом, и по происхождению и по своему состоянию тоже, он считал, что царство абхазов было грузинским государством. Также считал и Георгий Дзидзария. У него очень интересная книга «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия». Там и в других работах тоже он проводит мысль о том, что царство абхазов – это грузинское государство. Именно этим двум историкам поручили написать статью, посвященную Абхазии. Статью поместили в грузинском и русском юбилейных томах, которые являлись дополнительными томами к грузинской советской энциклопедии. Они прислали свой текст, мы его прочитали здесь, внесли некоторые замечания, а затем юбилейный том грузинской советской энциклопедии был напечатан. Спустя некоторое время приезжает Георгий Дзидзария, страшно недовольный. Там, в Сухуми, обсудили эту часть и устроили ему разнос. Его жестко отчитали за то, что он представил царство абхазов как грузинское государство. Он сказал: «У меня не было так написано, я дал вам другой текст, а вы переделали мой текст». В это время Раин Митревели, заместитель главного редактора грузинской советской энциклопедии, вынес подлинник текста, рукописный текст, выполненный самим Дзидзарией, положил его перед ученым и сказал ему: «Вместе посмотрим, что здесь написано». Георгий Дзидзария потерял сознание, упал в обморок. Человек сбился с ног, упал вниз. Нам пришлось вызывать скорую помощь, чтобы привести его в нормальное состояние. Было сказано и об этом, что на эту тему были написаны письма, статьи Георгия Дзидзария и Зураба Анчибадзе, книга Зураба Анчибадзе, где он царство абхазов VIII-X веков называет западно-грузинским государством. У него таким образом указано, прописано в скобках. В энциклопедии тоже, как в грузинском варианте, также в русском варианте, они внесли так. Именно по этой причине Зураб Анчибадзе, который был первым ректором Абхазского университета,
каждый день находил приклеенную к двери записку с надписью. Это стало известно от его секретарши, которая говорила, и если я приходила пораньше, забирала, снимала эти записки я, но если господин Зураб приходил раньше меня и я приходила позже, тогда я находила уже снятые записки. То есть господин Зураб сам снимал, отдирал эти записки. Вы поняли меня? Вот такое отношение. В Москве я присутствовал на встрече с абхазскими историками в 2000 или 2001 году. Ведь они требуют независимости, это один вопрос, но в разговоре они хотят проводить такую линию и как-нибудь продвигать на передний план, что как будто там произошло поселение грузин искусственно и поэтому уменьшилось количество абхазов. Я сказал им, вы все пятеро, посмотрите на ваши фамилии. Кто вы? Вы обабхазившие грузины. Алик Габелия, Арвелот Купрова. Этот Арвелот Купрова. Я не знаю, жив ли он сегодня, но если он жив, во всяком случае, ему будет больше 90 лет. В 1970-е годы у него самого в паспорте было записано грузин, теперь уже у него записано абхаз. Видимо, с конца 1980-х годов, в 1990-е годы, он поменял национальность и стал абхазом. Из своих детей он прописал одного абхазом, второго грузином. На встрече также были Зураб Сакания, Манана Гургуле. Она возглавляла их абснепресс. Там Манана Гургуле подчеркнуто заявила, мы, Гургуле, совершенно все абхазы. Я сказал им, как вам не стыдно, госпожа Манана? Вы что, ничего не слышали даже о Иноле Гургуле? Кстати, они сухумчане, наша известная певица Инала Гургуле. Я был знаком с ее отцом, которого звали Лука, и он жил в Сухуми и был сухумчанином. Это семья по происхождению из Сухуми. Вот они. Совсем все имеют грузинские фамилии, Ризока Ция. Кстати, там в Москве один абхаз сказал мне во время разговора на застолье. Я сперва должен сказать следующее. Когда Абхазский университет был разделен на две части, это и разделения не было. Не то, что университет был разделен, а просто выгнали грузин оттуда, и они ушли, так как невозможно было оставить их там вместе. Они выгнали грузин, а там остались только русские, абхазы и те, которые были не грузины. Этот абхаз рассказывает мне. На следующий день, после того, как это случилось, я зашел в университет и вижу, что Манана Гургуле и эти наши абхазы стоят вместе и разговаривают по-абхазски, однако они не владеют абхазским языком. По-моему, я сказал вам, что согласно переписи 1989 года, из проживающих в Абхазии абхазов, которые составляли 17% населения Абхазской ССР, только 2% знал абхазский язык. Этот абхаз рассказывает мне. Манана Гургуле и эти наши абхазы разговаривают по-абхазски. Но они маются и мучаются, так как они хотят разговаривать по-абхазски, но не знают абхазского языка. Тогда я сказал им. Чего мы мучаемся? Давай поговорим на нашем родном менгрельском языке. В составе современных абхазов значительная доля грузинской крови, так же как и у грузин, абхазской крови, что обусловлено совместным проживанием на протяжении веков и многочисленными смешанными браками. Но самое главное то, что одна большая часть из них – грузины, а абхазами они стали из-за некой абхазской привилегии, дарованной Российской империей. В грузинских научных кругах хорошо помнят своих коллег из Абхазии, часть которых в 70-е годы имела паспорты с записями «грузин», но после искусственно созданного противопоставления они стали абхазами. Ты – абхаз, а из твоих детей один абхаз, а второй грузин.
Дай мне понять, в чем дело. Он сказал мне: Марика, ты все хорошо знаешь и не спрашивай меня. Но я там, в Сухуми живу, там работаю, и я же должен жить. Если я не пропишусь абхазом, у меня не будет ни работы и ни возможности там проживать. Он прямо так и сказал мне. В Абхазии существовала практика вписывания абхазами граждан разных национальностей, что способствовало увеличению численности абхазского населения, которое в 1989 году составляло примерно 18% всего населения Абхазской автономной Советской Социалистической Республики. По разным причинам немало грузин согласились прописаться абхазами, что впоследствии позволило им пользоваться теми привилегиями, которые предоставлялись абхазам. Такой ход событий вызвал возмущение грузинского общества. По данному вопросу была принята петиция, в составлении которой активное участие приняли представители грузинской интеллигенции и лидеры национально-освободительного движения Грузии. Тамар Чиидзе, грузинский диссидент и соучредитель общества Ильи Чевчевадзе, вспоминает обстоятельства, при которых была принята петиция в начале 1980-х годов. Также представляем отрывки из выступления Звяда Гамсахурдия, соучредителя Общества Святого Ильи Праведного, на митинге в Зугдиде. Была принята петиция по вопросам Абхазии. Я не могу назвать точную дату. Но во всяком случае это было где-то в 1980 году или в 1981 году, если я не ошибаюсь. В петиции описывалось то дискриминационное положение, в котором находилось грузинское население. Там были приведены факты и данные по количеству. Скажем так, что была показана статистика. То, что грузинское население было дискриминировано, это очень легко доказать. Грузинское население подвергалось дискриминации, об этом свидетельствует факт, что очень многие грузины вписывались абхазами. То есть этот процесс не мог произойти иначе, кроме как впоследствии их угнетенности на социальной почве. А вписывание абхазами ставило грузин в выгодное положение. По этому вопросу была составлена петиция грузинской интеллигенции. И в этом мы были вовлечены очень активно. Братья, мы должны наступать единым фронтом против российской агрессии в Абхазии. Движение сепаратистов-абсуйцев – это атака российского империализма. Мы должны предать анафеме тех мигрелов, которые вписались абхазами. Мы должны вырвать их из когтей сепаратистов-абсуйцев и восстановить им их национальность. Это наша первейшая задача. Отныне мы не должны допускать вписывания ни одного грузина абхазом, и мы должны выхватить всех грузин, которые вписались абхазами. Мы должны пресечь их наглые претензии на землю Мигрелии. Сухуми – это Мигрелия. Друзья, Сухуми – это прежде всего Грузия и уголок Грузии Мигрелия. Леван Дадиани построил Киласурскую стену для того, чтобы сдерживать агрессию абсуйцев, сдерживать вторжение, нашествие абсуйцев, спустившихся с гор. Сухуми был владением Левана Дадиани. Какая этническая политика проводится сегодня в Абхазии? Как изменилась этническая картина в Абхазии после войны 1992-1993 годов?
предпосылки этнической политики Абхазии и попытка абхазизации грузинского населения. Представляем отрывки из передачи телеканала Ерцулов-Неба. Теймураз Гванцеладзе, абхазолог, доктор филологических наук, профессор, отвечает на вопросы журналиста Георгия Мирибашвили. Батона Теймураз, вы давеча сказали и в принципе, это ни для кого не новость, какую политику проводит Россия в Абхазии и как стараются они стереть всякий грузинский след. Я хочу спросить вас об отношении к грузинам. Я не знаю, если я ошибаюсь, поправьте меня. В последнее время существует такая тенденция и попытка, что галльским грузинам предлагают, чуть мягче сказано, в частых случаях даже принуждают, заставляют переделывать грузинские фамилии на абхазский лад. Что вы скажете об этом? Есть такая тенденция? Да, можно сказать, что это не тенденция, а уже политика. Это этническая политика, у которой есть свои причины и цели. Мы должны начать разговор на эту тему с одного главного вопроса. Абхазы думали, конечно, это не касается всех, но давайте не будем обманывать себя. Большинство из них размышляло так, что Россия даст им реальную независимость. Но оказалось, что это не так. Параллельно они надеялись на то, что, если Абхазия станет независимой, тогда кто-то должен будет занять место изгнанного грузинского населения, поскольку неосвоенной осталась бы очень большая территория, что им было бы не очень-то выгодно. Тем более, что численное их количество не очень велико. Поэтому они надеялись на то, что из Турции и Сирии, также из других восточных стран, расположенных на территории бывшей Османской империи, они вернут потомков своих соплеменников, то есть мухаджиров, изгнанных Россией в XIX веке. Но этого не произошло. Массовое прибытие мухаджиров в Абхазию осталось неосущественным. Кстати, на это есть свои причины. От многих мухаджиров я лично знаю, почему они не переезжают, не перебираются в сегодняшнюю Абхазию. У них такая логика. У нас, скажем, в Турции или Сирии или где-то уже устроена наша жизнь. Мы живем здесь уже несколько поколений. Здесь у нас есть могилы наших предков, у нас на этой территории есть бизнес, здесь у нас есть наше хозяйство, здесь есть наша родня и так далее. Вот, все это мы должны оставить и уехать туда, где пока не выяснено, что происходит. Это прагматические рассуждения. К этому добавляется еще один фактор, который они подчеркивают. Потомки мухаджиров говорят: если мы уйдем отсюда, куда мы должны пойти? Наши предки были изгнаны русскими, они и ныне господствуют там, в Абхазии, и нам снова к русским вернуться, что ли? Нам стать их рабами? Естественно, у них возникают такие логичные вопросы. Поэтому после войны, в протяжении последних 20-23 лет в Абхазии очень мало абхазов вернулось из других, восточных стран, что оказалось недостаточно для изменения демографической ситуации в пользу абхазского народа. Сегодня в Абхазии, практически, как видно из всех данных, большинство армяне. Самыми многочисленными на сегодня кажутся армяне. Второе и третье место делят абхазы и грузины, которые представлены примерно в равном количестве. Естественно, сепаратистам не способствует то, что абхазы и грузины были на одном уровне по численности, и даже многочисленность армян им не очень приемлема, но они ничего не могут сделать с армянами, поскольку у них есть, скажем в кавычках, благодарность к батальону Баграмяна, который устроил страшное происшествие грузинам во время войны.
Поэтому они и не хотят воевать с ними. А Россия совсем не заинтересована, чтобы Абхазия стала действительно Абхазской республикой. Поэтому единственное, что остается, они должны придумать такой способ, что позволит им увеличить численность абхазов. Этот поиск привел их к тому выводу, что создали так называемую научную теорию. Кстати, в этом очень активен Тимур Ачукба Абхаз, выросший в Батуми. Он историк по образованию. Пока он жил в Батуми, казался нормальным человеком, а сейчас что случилось с ним, я не знаю. А второй также грузин, Арвелот Купрова, который объявляет себя абхазом, однако члены его семьи практически признают себя грузинами. Эти два человека пишут такие вещи, которые не имеют никакой исторической основы. Они заявляют, что будто изначально на территории Абхазии проживали только абхазы и потом пришли грузины. Будто это происходит примерно в позднем Средневековье. Однако это наоборот. В исторических источниках не видно, что изначально проживали абхазы, а грузины пришли потом. Как раз обратный процесс правдиво, реально отражен во очень многих источниках и даже в материалах, выявленных Гордеевым. Затем они заявляют, что грузинские священники были ведущими в церквях, расположенных на территории Абхазии, и они насильственно меняли фамилии абхазского населения. Получается, они начали это на территории сегодняшнего Гальского района, наиболее активно атаковали там. В чем? Оказывается, выражалась такая активность священников, будто при крещении, в метрических книгах о крещении, священники записывали крещенному ребенку грузинские фамилии взамен настоящей абхазской фамилии. У них нет никаких доказательств на это. Нет такого прямого сведения о том, что грузинские священники совершали такую мерзость. Это их выдумка, придуманная этими двумя людьми. Вот, теперь на это опирается их политика. Они говорят гальским и ачамчерским грузинам: ваши предки были абхазами, поэтому вы должны вернуться к своей национальности. Вы должны стать нашими. Для этого вы должны изучить абхазский язык, сменить национальность и стать неотъемлемой частью абхазского народа, и мы вместе должны строить единое, абхазское, независимое государство. Сейчас идет этот процесс, пока результата нет, но чем больше времени пройдет, временщики всегда найдутся, и это, несомненно, будет иметь какие-то последствия. Поэтому, например, я бы попросил наши власти обратить особое внимание на этот вопрос на тех встречах, которые систематически проводятся в Женеве, а также в других местах, когда вместе с представителями абхазской стороны происходит обсуждение проблем, существующих в Абхазии. На их месте я бы вставлял этот вопрос на каждой встрече и не отставал бы до тех пор, пока они не перестанут предпринимать эти демагогические политические шаги против этнического понимания тамошних грузин. დემაგოგიური პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმა იქაური ქართველების ეთნიკური შეგნების წინააღმდეგ.